Трагедия Пелагеи Ивановны Федюшиной, рожденной в 1922 году, берет свое начало в июле 1941 года. Кампания по раскулачиванию пронеслась по деревням, сметая всех, кто имел батраков. Их клеймили кулаками и изгоняли из родных селений. Семья Пелагеи батраков не имела. Отец плечом к плечу с братом трудился на земле, обходились своими силами. Поэтому первая волна репрессий их миновала. Им было позволено остаться в родном селе. Во вторую же волну раскулачивания в 1939 году их семью отправили в Алтайскую глушь, вблизь города Алейск. 2 долгих года Пелагея Ивановна провела под наблюдением. В ту пору Пелагея Ивановна была юной, незамужней девушкой, очень близко дружила с дочерью председателя колхоза. Подруг объединяла вера в Бога, они тайно собирались по домам, вознося молитвы. В один из выходных дней Пелагея отправилась в гости к подруге. Подходя к дому, она застыла в ужасе. У крыльца стояли конвоиры, выводя из дома всю семью подруги. Пелагея прижалась к стене, пропуская мимо себя вереницу арестованных, но зоркий глаз конвоира заметил ее. «А с этой что делать?» – спросил он у старшего. «Бери, там разберемся», – бросил тот в ответ. Так и разбирались долгих 2 года, пока не состоялся суд. До суда она находилась в стенах следственного изолятора по обвинению в совершении контрреволюционных преступлений. 10 июля 1941 года прозвучал приговор 8 лет лагерей по статьям 58.1, часть 1 и 58.2 УК РСФСР поражением в правах сроком на 5 лет. Ее направили в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь Карлак. По прибытию в Карлак Пелагея была определена на работу в промкомбинат, столовую, помощником повара. Там, в лагерной кухне, она провела долгие 8 лет. В 1948 году у нее родился первый сын Николай Федюшин. Пелагея Ивановна была ограничена в правах и после отбытия срока сослана в Красноярск вместе с сыном Николаем. В суровом Красноярском крае она попала на 5 лет на тяжелые работы в леспромхоз на заготовку древесины, а затем высаживала молодые елки. Отбыв 5-летнюю ссылку в Красноярске, она вернулась в Карлак, в промкомбинат, в качестве вольно-наемной. Для проживания Федюшиной Пелагеи выделили комнату в бараке, где вместе проживали бывшие заключенные и охранники Карлага. Вскоре Пелагея Ивановна вышла замуж, и в октябре 1958 года в Долинском роддоме родился ее второй сын Петр Леонидович Пестов. В 1959 и 60-е годы Карлак был расформирован, а промышленный комбинат передан в ведение Карагандинского мясокомбината. Промышленные цеха закрылись, ставив лишь бойню, колбасные и коптильные цеха. Пелагея Ивановна Федюшина перешла на работу в совхоз Карагандинский, который был создан на базе Центрального полеводческого отделения Карлага. Зимой она работала кочегаром, а летом в полеводческой бригаде. Для Полины Ивановны 1978 по 1980 годы стали настоящим испытанием. Ее сын Петр, ее гордость и опора, был призван на службу в Афганистан. К счастью матери, Петр Леонидович вернулся живой и невредимый. В последующие годы жизнь пошла на лад. Сыновья Николай и Петр создали крепкие семьи, в которых появились дети. В 1989 году дело по протесту прокурора РСФСР, постановлением которого от 1 ноября 1989 года приговор Алтайского краевого суда от 10 июля 1941 года был отменен за отсутствием состава преступления.
Гражданка Пелагея Ивановна Федюшина была полностью реабилитирована.